Здравствуйте, в эфире штаб татарской молодежи Москвы, и мы сегодня в гостях в Ижевске, в замечательном месте, которое называется Дом дружбы в городе Ижевске, да, Дом дружбы народов. И мы сегодня в гостях у образцового ансамбля татарской музыки, песни и танца «Асыл Яр». Я очень хочу узнать, как образовался ансамбль, с чего все начиналось, кто был вот первый зачинщик, лидер, кому принадлежит идея придумать такой ансамбль, чтобы там были и маленькие дети, и среднего возраста, и взрослые. И получается, что все поколения до вот взрослого уже зрелого состояния все занимаются и танцами, и музыкой. То есть это вот просто огромный такой пласт культурный, который вы даете детям с самого маленького возраста. Я являюсь руководителем ансамбля Гайнутдинова Лариса Олеговна. Ансамбль вообще мы создали в 2010 году, и первый состав это были ребята взрослые, как раз Альбина Ильгизовна, которая у нас сейчас уже педагог, она являлась в составе первой группы. То есть это были девчонки, которым было 17-18 лет. И мы начали собираться, просто включать минусовки, петь, танцевать, при этом двигаться, потому что у меня сама я работала в государственном ансамбле, и приучили, что нужно, при том, что ты поешь, нужно двигаться, нужно передать эмоционально и в движении. Поэтому с девчонками начали мы работать и танцевать. Поэтому этот состав у нас в 2010 году мы подготовили номера для федерального сабантуя, который прошел у нас в городе Ижевске, показали в первый раз. Ну и потом дальше поехали на фестивали, различные фестивали проходили у нас в Казань, мы ездили, Татармала, мы там стали дипломантами среди профессиональных коллективов. Я думаю, тоже это один из больших шагов был, потому что был коллектив Файзы Рахмановой, который, там представлял свой коллектив, и коллектив, который только создался, еще год ему буквально, и мы уже стали дипломантами, в принципе, тоже чему были очень рады. Ну и в дальнейшем, поговорив с Альбиной Ильгизовной... Хотела тоже добавить, потому что я сейчас являюсь хореографом ансамбля, меня имя Мухаметова Альбина Ильгизовна, но пришла сюда в ансамбль к Ларисе Аликовне, я абсолютно думала, что не умею петь, потому что всю жизнь, в детстве, свою детскую жизнь, я занималась только танцами народов мира. И когда вот мы воссоединились, я тогда была еще в качестве педагога, как ученица, в этом ансамбле, Лариса Аликовна научила меня петь. И вот я на своем опыте убедилась, что, несмотря на любой возраст, не нужно говорить, и ребенку не надо, мы это сейчас говорим родителям, что у тебя нет слуха или нет данных, чтобы танцевать в дальнейшем. Всему можно научить, вот я убедилась на своем опыте. Да, было бы желание. И еще хочу сказать, что кроме взрослого состава, мы, взяли одного мальчика, который был Артур. Это мой сын, Артур Айратович Гайнутдинов. Вот, он был маленький, ему было еще буквально 6 лет. И вот с 6 лет он уже вместе с нами на сцене выступал и участвовал на федеральном сабантуе, где играл главную роль на большой площадке, на стадионе. Вот, с большим ковшом ходил, где Хоргабыт Касында. Вот, когда Альбина Ильгизовна тоже, я говорю, Альбин, давай, говорю, нам нужна хореография, нам нужен человек, преподаватель, который будет заниматься хореографией. Вот, потому что я сама все не могу дать, я понимаю, что для того, чтобы коллектив развивался, для того, чтобы что-то сделать, нужна команда. Да. Вот. И вот эту тихонечку команду я начала потихонечку создавать. И вот пришла Альбина Ильгизовна, которая, в принципе, с детства занимается хореографией, и она вот уже начала свою работу и начала привлекать малышей. Вот именно она-то и сказала, что давайте начнем работать с малышами. Как бы мне было... Я сама понимала, что с детьми, с малышами будет сложнее работать, чем со взрослым человеком, которому можно объяснить, сказать, вот так рот открывай, вот так закрывай, вот тут движение такое, да? А с малышами это все надо в играющей форме. И вот именно с ее такого вопроса, задора о том, что и разговора о том, что давайте нам нужен состав малышей, которых начнем тоже растить, вот началось, и у нас уже следующий этап. У нас в первом составе был Артур и еще пару девочек.
вот у нас была младшая группа, вот сейчас их там по 20 человек, а тогда у нас было 5, по-моему, детей вот в младшей группе. С этого мы начинали. И получается, вот они были в младшей группе, да, они выросли, перешли в Да. среднюю, да, и сейчас Вот уже они сейчас взрослые. как раз взрослые есть. То есть вот моему ребенку первому 5 лет, и я понимаю, что вот с детьми, которые здесь выросли на моих глазах, можно сказать так, я нахожусь, ну, больше в жизни, да, если посмотреть в эту жизнь, то с ними больше. И относимся мы ровно так же, как к своим детям. Мгм. Да, и как бы наш ансамбль, я говорю, в принципе, я всегда мечтала о том, что, ну, как бы нужен вообще нужна живая музыка. В ансамбле нужна живая музыка. Минусовка это хорошо. Было, ну, почему мы брали минусовки? Потому что у нас не было музыканта, который бы нам подыгрывал, да, это уже гармониста, баяниста и человека, который вообще, человек, как говорят, оркестр, который вообще умеет на всех инструментах играть, и который может это преподать нам же, детям и так далее. И вот следующая команда наша расширялась, и пришел наш замечательный Сергей Николаевич, заслуженный артист Удмуртской республики, вот, и он, я думаю, сейчас расскажет о своей деятельности. Да, на самом деле очень важно, чтобы в коллективе звучала живая музыка, поэтому мы включили в состав нашего ансамбля именно татарские национальные музыкальные инструменты. Это думбра и курай. И использовали их как в музыкальных композициях, в инструментальной музыке, так и использовали в наших номерах. И изначально, то есть я начал обучать детей вот, исполнительству на думбре и курае, и потом уже, когда с годами, не все сразу получалось, с годами мы уже использовали их в музыкальных номерах. То есть, получается, это ребятишки, у которых даже нет вот музыкальной школы, как-то вот, да, то есть они пришли в ваш коллектив сюда, в Асыл-Яр, и начали изучать музыку с нуля. Да, С нуля? именно здесь они начали, нет музыкального образования, Мгм. здесь мы постепенно изучали, и вот кое-какие номера уже используются. Ну, замечательно. Хочется сказать, что очень много детей, нет, у нас есть дети, которые в музыкальную школу ходят еще плюсом, да, они успевают, самое главное, но хочется сказать, что именно в ансамбле, когда вот начали воспитываться дети, они, значит, танцы у них пошли, вокал пошел, вот эти вот инструменты, у нас несколько детей, они поняли, что им этого недостаточно, чтобы только здесь получать. Они поняли, что они хотят еще больше получать музыки, да, и поэтому они сами пошли в музыкальную школу, записались, родители взяли за руки или сами пошли. И у нас есть такие ребята, которые сейчас учатся в музыкальной школе, кто-то закончил у нас, уже вот у нас Алмаз Батырдинов, он вообще поступил в театральное училище, потому что помимо того, что у нас есть хореография отдельно, у нас есть вокал, у нас есть инструменты, у нас мы преподаем и с ними всегда работаем, это театр, то есть это эмоции, это жестикуляция и так далее, и так далее. Это я включала как бы в свое занятие, и в занятие Альбина Ильгизовна тоже включает вот это вот. То есть дети не то чтобы раз, два, три сделали, да, а чтобы они попробовали предоставить нам или показать свое движение. Мы никогда не заставляем ребенка вот в фольклоре, да, в фольклоре, когда мы берем номера фольклорные, а на самом деле фольклор это такое благодатное, вообще урожайное, я не знаю, дело, потому что дети это люди, которые любят играть, правильно? Это все Да, естественность. Поэтому, естественность, да. А фольклор это естество, это игра, и поэтому, когда вот мы с ним делаем какие-то блоки, вот мы на занятиях, что на вокале, потому что у нас не только вокал, понятно, они двигаются при этом, что на хореографии, что на инструментах, мы им говорим, а вот что ты, как бы ты это показал? А как бы ты это сделал? То есть мы идем от ребенка, не то, что мы сказали вот так сделать. И он показывает, а мы потом просто дополняем и делаем более интересно, как бы было более интересно твое же движение. И получается, они не придумывают что-то, это им близко, это у них сидит вот это же тоже движение, и они это показывают, и тогда уже номер идет сам по себе. Вот. Я хотела еще дополнить, вот хочу показать вот отличие, например, просто хореографического ансамбля, в котором, допустим, я занималась, это постановка. А вот здесь я сама научилась, и детям вот Лариса Аликовна это дает, вот импровизацию. Ну, я считаю, это очень важно, потому что ну, в жизни как бы цель наша научить ребенка, ну, чтобы он быстро вливался в обществе и не терялся. Раскрываться вот, умел, раскрывался, да. Да. И вот эта импровизация, это вот большой плюс, что вот дается в этом ансамбле.
На самом деле, мы ведь тоже, у нас дети не выходят там артисты, да, мало кто пойдет артистом, кто действительно хочет, может быть, он в дальнейшем будут артистами и так далее. Но на самом деле вот этот, в ансамбле, вот то, что они общаются друг с другом, да, ребята друг с другом общаются, они, значит, умеют преподать, они в движениях, они могут в любом месте танцевать, они могут жестикулировать при этом уже свободно, говорить, при этом петь и что-то еще делать, и играть на инструменте, петь и танцевать. И когда координация уже у ребенка на самом деле настолько слажена, он ведь спокойно может учиться, я могу сказать, по своему сыну, который спокойно идет в школе, то есть никаких проблем, никакой там застенчивости у него нет. С общением, ни с чем да, просто, то есть да. он может спокойно, коммуникативный, может пообщаться с любым человеком, вот, может сказать свое слово, то есть самое главное, у них еще свое слово есть, то есть мы тоже иногда да, думаем, ага, да, действительно, надо, наверное, послушать иногда. Может, нет, а может, да.